Бросаешь меня цитатами. Сколько вам лет, мистер Фьюри? Опять скажешь, что тебя. Всем привет, мы на Крыльях ТВ. Сегодня у нас в гостях поэт, писатель, переводчик, сценарист, преподаватель, доктор филологических наук Ирлан Сергеевич Хугаев. Ирлан Сергеевич, спасибо, что нашли время для нашей беседы. Для меня это большая честь. Спасибо, Элина. Мне тоже очень приятно быть с вами. Когда я искала о вас информацию, то в интернете нашла очень мало именно вашей биографии. Поэтому сегодня, если вы не против, помимо творчества и научной деятельности, мы поговорим о вас. Давайте попробуем. Вы сочетаете в себе строгого ученого и свободного художника. Не возникает ли внутреннего конфликта? И кем вы себя в большей степени ощущаете? Ну, начну с того, что вообще вот наш русский язык, великий, могучий, мне кажется, мало приспособлен для выражения таких тонких вещей. Вот, например, слово «ученый» меня смущает. Слово «писатель» меня тоже смущает. Я бы предпочитал называть себя научным сотрудником, научным работником. Ну, какой я ученый, если мне еще учиться и учиться? Я так себя понимаю. Вот. А в отношении свободного художника тоже не уверен. Есть ли вообще свобода у художника? И художник ли я вообще? Я просто пытаюсь что-то выразить, что-то писать. Вот так, пожалуй, Элина, я бы о себе говорил. В таких тонах. Скромно. Ну, как есть. А что появилось раньше, интерес к науке или к творчеству? Наверное, к творчеству, потому что, ну, как это и у всех бывает, все мы, пытаясь начать ориентироваться в этом мире, пробуем рисовать, пробуем писать стихи. Это тоже способ познания, правда, не научный, а художественный способ познания мира. И он всегда бывает прежде, в строгом смысле, научного познания. Научное познание – это уже регулярная, методичная, умственная работа, к которой ребенок или подросток еще не вполне способен. Я помню, с какой книги, с каких авторов начался мой читательский путь. Вот расскажите о вашей той самой книге. Сложный вопрос. Когда одного какого-то писателя крупного спрашивали, примерно то же самое. Он тоже был в замешательстве и говорил, когда я был молод, я мог назвать своего любимого писателя, любимого поэта. А сейчас, повзрослев, я чувствую так, что я люблю очень многих писателей и поэтов. Не любимого, первого. Вот с кого вы начали? И первого трудно, пожалуй, назвать, но может быть, пытаться понять человека, его фразу, его предложение. На это меня впервые спровоцировал Достоевский. Мне он казался таким немножко странным и загадочным человеком и писателем. Вот. И я пытался разобраться как-то в его конструкциях. Мне нравились его парадоксы. Вот. Со временем уже и другие писатели. Среди философов меня покорила красота фразы и мысли Владимира Соловьева. Вот. Позже я увлекался Ницше, но я бы вообще предостерег наших любителей литературы от того, чтобы восхищаться переводными текстами. Это все-таки не совсем наши. Мы можем судить о первоисточнике только весьма опосредованно. Вы сказали про Достоевского довольно-таки тепло. И я вспоминаю сразу лекции Набокова о том, как он, там видно в каждой строчке, как ему не нравится Достоевский. Мне всегда было интересно, почему. Он вроде отвечает на этот вопрос, но я каких-то таких прям объективных причин не вижу. Да, я помню его лекции по русской литературе, помню его скепсис по отношению к Достоевскому.
Вот. И я его не вполне разделяю, хотя я понимаю, что он имеет в виду. Я помню его критику в отношении конфликта и фабулы преступления и наказания. Вот. Есть, пожалуй, там элементы такие уязвимые для критики. Несколько сентиментальным может показаться это построение, это отношение душегуба и девицы легкого поведения. В этом есть что-то, возможно, несколько слащавое, приторное. Кому-то может показаться приторным. Вот Набоков один из тех. Ну, возможно, здесь сказалось его воспитание, его дворянское происхождение, его строгий такой вкус литературный. Но Набоков все-таки гораздо более прохладный писатель. Его тон более холоден, чем тон Достоевского. Ну, Достоевский и сам о себе, по-моему, говорил, что многое не удалось, но идея удалась. Он больше, мне кажется, на это упор делал. Может, стилистически там не совсем порядок. Да, стилист, конечно, стилистом его трудно назвать, Достоевского, но мысль и глубина, и искренность, вот, и нравственное отношение к жизни. Знаете, как Толстой говорил, писателя определяет не его способность к композиции, не его мастерство, а нравственный взгляд на вещи, верное понимание жизни. В первую очередь вот это. А это у Достоевского есть. Он глубоко христианский писатель. Когда я училась в школе, я не любила читать. Где-то в классе 6 нам задали домашнее чтение, и я прочитала Марка Твена «Янки при дворе короля Артура». А потом так вышло, что следом Стивена Кинга. И вот после этого я уже начала читать все, что мне попадалось под руку. А вы в школе читали, любили литературу? Я бы сказал, скорее нет, чем да. Я боялся уроков литературы, плохо к ним готовился, вот, и не любил отвечать, я смущался. И, в общем, так преподаватели просто авансом ставили мне 4 и 5. Хотя я объективно не отвечал этому уровню. Литературу я понимал, но выразить свое понимание как-то не решался. Это было уже в старших классах. В младших с этим все было в порядке. Как-то уже в более взрослом возрасте мне это было как-то нелегко давалось. Каким вы были учеником? Ну, вполне покладистым, я бы сказал. Не хулиган? Нет. В младших классах точно нет. Филфак всегда был таким факультетом невест. Как так вышло, что вы поступили на филфак? Почему? И как вообще ваша студенческая жизнь прошла? Ну, тут такая история была, Элина. Мы пошли с товарищем сдавать документы на исторический факультет. Дело было близко к полудню. И оказалось так, что двери в приемную комиссию исторического факультета были уже закрыты. А рядом была комната, где принимали документы на филфак. И она еще была открыта. Судьба. Вот. И мы зашли туда и сдали свои документы, чтобы успеть в кино пойти. У нас были билеты в кино. Вот так я оказался на филфаке. Я об этом не жалею. Собственно, я знал всегда, что я скорее гуманитарий, чем технарь. Это было очевидно для меня всегда. Я не думал, что есть какая-то принципиальная разница между историей и филологией. Тем более, что раньше это был один факультет в нашем университете, когда он был еще пединститутом, историко-филологическим. Ну вот так. И надо сказать, что это была судьба счастливых случаев, потому что я ни разу не пожалел, что я все-таки филолог по образованию, получил филологическое образование. На филфаке у нас дисциплины делятся на лингвистические и литературоведческие. Я как-то раз спрашивала Бориса Всеволодовича, преподавателя по исторической грамматике, кто-нибудь когда-нибудь вам отвечал историческую грамматику на отлично? И он сказал Черчесов. Черчесов Алан? Да. Но он же тоже у нас писатель, и мне это было удивительно, то, что я увлекаюсь литературой, и историческая грамматика для меня это просто тьма. Вот как вам давались дисциплины лингвистические, литературоведческие? Ой, не помню. По-моему, не очень, насколько вот я могу сейчас судить. Наверное, не очень. Да.
Ну, поэтому я и пошел по кафедре советской литературы специализироваться. Тогда была кафедра советской литературы, насколько я помню. Или русской и советской. Но советская там точно присутствовала. Вы помните, о чем вы писали, когда были студентом? Курсовые не помню. Я помню, что на первом курсе мы писали по лингвистике все. И я писал у Елены Викторовны Синько, первую свою курсовую. Вот. И мне кажется, что я ее чем-то удивил. Ну, в том смысле, что она не ожидала, что я напишу на твердую тройку. Вот. А потом уже по литературе плохо помню, какие-то курсовые такие проходные сочинения, так, смутные воспоминания какие-то есть. Но вот дипломную я писал, я сам выбрал тему по Андрею Вознесенскому. У него есть такая замечательная вещь, называется «Рифмы прозы О». Вот это такие очень интересные цикл таких почти поэтических очерков вот, об истории, о культуре, о литературе. И мне кажется, здесь мне удалось что-то систематизировать, какие-то вещи открыть. Вот впервые тогда, пожалуй, я работал с увлечением. Тем более, что я жаждал убедить моего руководителя, что я не зря учился на филфаке. Это была Татьяна Константиновна Гальченко. Она еще в 90-е годы эмигрировала, уехала то ли на Украину, то ли в Белоруссию. Я сейчас не могу уже точно сказать, но связи с ней нет, во всяком случае, ни у кого из наших. Вот, и мне это удалось, я получил 5. И она была очень рада и тронута моими писаниями. И, наверное, это и определило дальнейшую судьбу в каком-то смысле. Когда появилась вакансия в аспирантуре, то декан наш Сулейман Баздевич Сабаев, тоже ныне покойный, разыскал меня. Тогда я уже преподавал в Моздокском районе. В школе? В школе, да. И ангажировал меня. Это было впервые тогда открылось место, тогда открылась аспирантура. И вот я, наверное, первый аспирант был в нашем университете по филологии. А первые художественные тексты появились в этот период? Ну, если говорить о поэзии, то гораздо раньше. Еще 80-е годы. Вот. И в армии я пытался что-то писать, и позже. Вот. А проза уже потом. Хотелось бы немного узнать о вашем окружении. Кого бы вы назвали своим главным учителем, может быть, музой? И вообще о литературном Владикавказе, вот, о литературном обществе во Владикавказе. Ну, такой вопрос. Без предварительного обдумывания как-то трудно ответить. Вот. Но попробую так примерно сформулировать. Объективно от этого никуда не деться. Своим учителем я считаю своего отца, народного писателя Осетии Сергея Заурбековича Хугаева. Вот, потому что вот, в каком-то смысле он был примером регулярной, сознательной, филологической, писательской работы для меня. Это не могло пройти бесследно. Где-то в каких-то рассказах я эти ощущения свои пытался передать, я помню. Вот. В науке серьезное влияние и как бы серьезные решения такие поворотные, связанные с именем Сулеймана Сабаева, профессора, о котором я уже говорил. Он сделал меня аспирантом, он был моим руководителем научным. Он отвадил меня от интереса к Гайто Газданову и наставил меня на путь изучения осетинской литературы, за что я ему всегда буду благодарен. Почему? Ну, потому что Гайто Газданов хороший писатель, крепкий писатель, но все-таки мало связан с осетинской литературой, с осетинской культурой, если не сказать, совсем не связан.
Вот. И было бы нехорошо, если бы я остался без того опыта изучения кавказского литературного наследия, кавказского мира культурного в целом, который открыла осетинская литература для меня. Здесь непочатый край работы, в том числе и в аспекте русскоязычной осетинской литературы, которой я стараюсь регулярно заниматься. Поэтому это хорошо, что так со мной случилось. В высшей степени благодарен судьбе за общение с Нафи Григорьевичем Джусойтом, ныне покойным, царство ему небесное, нашим выдающимся писателем и филологом, литературоведом. В 17 году он ушел от нас. Он был моим первым оппонентом и на защите кандидатской диссертации, и на защите докторской диссертации. В моей филологической работе он всегда принимал живое участие, интересовался, учил меня, давал советы, поправлял. Ну и много чисто человеческих уроков я от него тоже получил. Ну а в целом, так, если о среде говорить литературной, то я ее знаю только в той мере, в какой через отца мог с ней прикасаться. То есть у нас в Осетии нет ничего похожего на бурю и натиск, такие тайные общества писателей. Да, пожалуй, нет, да. Есть только группа старых наших или пожилых. Я думаю, старый, такое определение тоже никого не может обидеть. Старый, старший – это одного корня слова. Есть группа корифеев, ныне здравствующих, дай Бог им здоровья. Помимо Сергея Хугаева, это Гастан Агнаев, Музафер Засохов, Борис Гусалов, Ирина Гурджибекова. Вот. Все они всегда мне были интересны. И я рад, что они работают, здравствуют. Вы родились и выросли во Владикавказе. Но, насколько я знаю, вы какое-то время жили в Санкт-Петербурге? Нет. Нет? А вам никогда не хотелось переехать? Вот по слухам, в большом Я городе жил больше возможностей. Непродолжительное время в Москве. В Москве. Да. Период учебы в докторантуре в начале 2000-х годов. Вот. Но потом вернулся, здесь защищался. Так о чем вы спрашивали? Вы никогда не хотели переехать? Нет, никогда не хотел переехать. Возникали какие-то мимолетные такие фантазии, когда я вот увидел Москву, этот грандиозный простор ее. Ну, я и раньше ее видел, еще в 80-е годы, будучи школьником, но вот в 2000-е годы она, конечно, меня покорила своей атмосферой, своей деловитостью. Мне нравилось вот быть частицей этого муравейника. Какие-то новые ощущения я действительно пережил, такие достаточно вдохновительные. Но это быстро прошло. Мне опять захотелось уюта и покоя тихого южного городка. Наш город уже сложно назвать тихим. Ну, сравнительно он все-таки тихий. Слава Богу. Ваша опубликованная монография называется «Генезис и развитие русскоязычной осетинской литературы». Именно в таком порядке – русскоязычной и осетинской. При этом в докторской было осетинской русскоязычной литературы. Почему вы поменяли местами? Да, насколько я помню, это было на предварительной защите. Монография к тому времени уже была опубликована в 2008 году. И когда я выходил на защиту, при обсуждении в СОИКСИ старшие коллеги, в частности Тамерлан Гуриев, профессор, поставил вопрос вот этот о порядке этих дефиниций. Я согласился с ним и уже сформулировал название докторской таким образом. Это более точно отражает, помимо всего, это не принципиально, но все-таки это более точно выражает сам дух этой книги и этой диссертации. Прежде всего она осетинская, а потом русскоязычная.
Хотя с синтаксической стороны тут как бы разницы большой нет. Вы рассказывали Суслану Дидарову о сложностях защиты, ну, о проблемах именно. Я хочу узнать, как вы вообще выбрали тему эту? И как проходила работа над написанием диссертации? Был такой замечательный профессор в РУДН, в Российском университете дружбы народов, Анатолий Сергеевич Карпов, тоже ныне покойный. Вот. И когда я к нему пришел с предложением, с просьбой обратить на меня внимание и попробовать быть моим консультантом в такой работе, он предложил мне в течение месяца написать 100 страниц. Говорит, если вы напишете 100 страниц, мне принесете через месяц, то поговорим с вами. А если нет, то и поймите меня правильно, просто меня много раз обманывали. Вот. И я пошел и в течение месяца написал 150 страниц. Вот. И как-то так у нас работа пошла. Конечно, там много было чернового материала, но я благодарен профессору Карпову за то, что он заставил меня расписаться. Надо было расписаться, войти в этот режим. И это дало мне силы и уверенности в себе. Так, а что касается темы, то, конечно, я ее сам для себя сформулировал. И я ее сформулировал еще в бытность работы над кандидатской диссертацией. Я кандидатскую я писал по творчеству Хаджимурата Мугуева. Был такой замечательный советский писатель, который родился в Моздовской области. Осетин-казак по происхождению. Прошел 3 войны. Первую мировую, гражданскую, Великую Отечественную. Автор замечательных повестей, романа «Буйный терек» о Кавказской войне. Вот Сулейман Базеевич Сабаев, о котором я говорил, он предложил мне написать кандидатскую о романе «Буйный терек». До того о Мугуеве была написана только одна диссертация в целом о его творчестве. Написала Татьяна Константиновна Гальченко, тоже уже, которую вы упоминали. Вот. А «Буйный терек» серьезно и специально не рассматривался в историческом, филологическом контексте. Вот эту работу я проделал, и тогда впервые понял, что такое осетинская русскоязычная литература. До вас кто-то выделял вообще такое понятие, как осетинская русскоязычная литература? Нет, я предполагаю, насколько я понял тогда, и насколько я понимаю и теперь, до этого была определенная путаница в этом вопросе. Вроде бы все как бы по умолчанию признавали, что нечто такое существует, но обозначать ее как самостоятельный сегмент или отдельную самостоятельную ветвь осетинской литературы, осетинской культуры, об этом как-то было не принято говорить. И причины тому были и филологические, и этические, которые были связаны с охранительными желаниями. То есть должны писать по-осетински. Да. Вот в частности Нафий Григорьевич Джусойты, он всегда утверждал, что осетинская литература – это литература, которая создается на осетинском языке. Были у него отдельные оговорки, которые принципиальных уточнений в эту позицию не вносили. Поэтому о них как бы говорить сейчас не стоит. Но мне кажется, что при всем благородстве такой позиции, она с научной точки зрения не совсем корректна. Вот Нафий Григорьевич сам перевел свои 4 повести замечательные на русский язык, сам перевел. Так неужели он называл эти 4 повести русской литературой? Конечно, нет. Какое-то определение он должен был бы подыскать для них. И непременно пришел бы к понятию русскоязычия. Другого определения нет, более адекватного, более удовлетворяющего и языковому вкусу, и научной корректности. Россия большая страна. В других регионах возникали такие же проблемы? Конечно. В других регионах, в других малых республиках Северного Кавказа ситуация аналогична.
аналогичная. Сейчас пишутся работы, ну и прежде писались, пишутся работы о русскоязычных ветвях этих национальных литератур. Используются некоторыми исследователями и мои какие-то разыскания. Вот. Ну, в целом, вот это понятие русскоязычная национальная литература все больше и больше обретает такой научный и жанровый суверенитет. Ну, так и должно быть, это правильно. Я думаю, что да. В монографии последняя глава охватывает период 90-х годов XIX века и начало XX века. Если бы вы продолжили исследования, вам бы неизбежно пришлось исследовать свои произведения, так как вы неоспоримый вклад внесли в литературу. Как бы вы поступили? Если бы я продолжил, то сначала я должен был рассмотреть еще целый 20 век, а потом уже вот 21 и тогда бы уже этот вопрос передо мной стал. Знаете, Лина, я очень надеюсь, что когда-нибудь этот вопрос передо мной встанет. Я не знаю, как я его буду решать. Это вопрос непростой. Но я бы хотел, чтобы у меня достало мужество решить его таким образом, чтобы исключить себя из этой книги, из истории современной, скажем, русскоязычной астильской литературы. Достаточно будет того, если мое имя будет стоять на обложке как автора этой истории. Студенты, не только студенты, ученые пишут работы лингвистические, литературоведческие по вашим произведениям. Вы их читаете? Кое-что читаю, да. Я бы не сказал, что много читают, много пишут. Были работы и докторов наук, и кандидатов наук о каких-то моих там, текстах и о поэзии, и о прозе. Вот, сотрудники РУДН, Кулиева и Синячкин написали хорошую статью о моих стихах. Писательница замечательная Марина Савиных из Красноярска написала, мне кажется, очень самобытную статью о моей прозе, обширную и глубокую. Вот она, мне кажется, открыла для меня то, что от меня самого было спрятано каким-то образом. Вот. Ну и сотрудники нашего университета, института, в университете Татьяна Александровна Глотова написала несколько статей в соавторстве со своими студентами, может быть, я сейчас уже не помню. О поэзии она писала. О поэзии. Олег Афанасьев написал статью о моей одной прозе. Вот. Лариса Парсиева, Лариса Гацалова тоже писали. Ну, я им очень благодарен всем. И думаю, что это тоже не напрасно. А бывает такое, что вы не согласны с тем, что прочитали? Бывает. И вот поэтому страшно писать что-то о ваших произведениях, потому что вы можете прочитать, и вам это может не понравиться. Да, мне тоже страшно бывает писать о живых авторах. Знаете, это всегда сложнее, чем писать о тех, кто уже давно ушел. Всегда и ответственности больше, и, наверное, все-таки надо превозмогать этот страх и писать, если хочется. У вас есть статья «Филологическая рефлексия эпохи технологий. Маргинальные пассажи», написанная в 2012 году. Мне тогда было 16 лет, но я отчетливо помню, что тогда искусственный интеллект присутствовал только в фильмах или в книгах. Сейчас ситуация изменилась. Искусственный интеллект есть в жизни каждого. Все переживают, нервничают, что останутся без работы, особенно писатели, художники, видеомейкеры. У вас там есть строчка, что все мы бросаемся покорять мир, забывая душу. Но, надеюсь, все понимают, что искусство без души невозможно. Но вот как вы считаете, на ваш взгляд, насколько сейчас ситуация ухудшилась? Ну, возможно, да, эта динамика опасная, она сохраняется. Где-то, вероятно, негативные тенденции набирают ход в каких-то областях. Но надеюсь, что все-таки принципиальных таких подвижек опасных пока не было. Были. Я искала исследования социологическое. Мне было интересно, сколько в год защищается, вообще в целом, сколько защищается кандидатских и докторских диссертаций, по каким направлениям. И на последнем месте гуманитарные науки и сельскохозяйственные 10,4%. Причем гуманитарные на первом месте филология, философия, дальше уже культурология и в конце теология, потому что это относительно новое направление. Ну, плохо. Ну, наверное, да. Наверное, не очень хорошо. Ну, что делать, Элина? У нас
Так, это такова наша эпоха. Гуманитарная сфера вообще была задавлена. Она совсем отсутствовала в 90-е годы. Крушение Советского Союза – это и было абсолютное крушение гуманитарной сферы, в том числе и гуманитарной науки, и веры в гуманитарную науку и в гуманистические идеалы. Поэтому сейчас мы только работаем над тем, чтобы поднять снова к свету это дело. Да, время такое. Все, что относится к телесности, к физике вещей, все это бурно развивается. А то, что относится к духу и нравственности, испытывает серьезные трудности. Ну и во все времена так было. Во все времена так было. Человек всегда больше ориентирован на хлеб и зрелище, чем на серьезную нравственную работу. Его надо к этому подталкивать, его надо этим искушать. А этим искушать может только искусство. Оно не может проявлять силу или применять насилие к человеческой душе. Но искушать красотой, добром и правдой, вот для этого и существует искусство. И не зря это слово происходит от искуса. Ну вот этим и занимаемся. Есть ученые, в том числе лингвисты, которые считают литературоведение хобби. Что отвечать на такие замечания? Для них оно может быть и хобби, ну а для меня хобби лингвистика. Хорошо. Да, я очень люблю этимологические упражнения. Это заметно в ваших стихах, то, что вы очень хороший лингвист на самом деле. Ну, не знаю, этимология замечательная вещь. Васуабаев писал, что любое слово 1000 раз интереснее, чем египетские пирамиды. В нем больше загадок, в нем больше простора для поиска. И оно одно больше содержит ответов на все вопросы бытия, чем любая египетская пирамида. Каждое отдельное слово. А какие на данный момент основные проблемы вы видите в астинской литературе для исследователей молодых? И есть ли они? Главная проблема, главное, чтобы молодой человек, который идет в науку, приходил в нее со своей навязчивой идеей. В идеале я так это вижу, что человек, который приходит в аспирантуру, у него есть свои убеждения, у него есть своя тема, над которой он хочет работать. Тогда наверняка все сложится, все пойдет. Не будет, может быть, легко, но успех будет. Вот. А сложности какие? Сложности. Вы имеете в виду Проблемные вопросы. научные вопросы? Да. Ну, то есть вы видите в них недостаток в них? Нет, какие сейчас есть? Вот, Какие да, есть? какой можно вот вопрос поднять, чтобы о нем написать? Таких вопросов много. Я надеюсь, что вот моя монография, вот эта вот «Генез и развитие», там обозначено достаточное количество вопросов, которые могут быть рассмотрением в отдельной кандидатской диссертации. Продолжить. Ну, не продолжение, а просто углубление в какие-то отдельные вопросы и проблемы. Я не думаю, что здесь есть недостаток. Тем более, вот что касается той области, в которой я работаю, русскоязычная астинская литература. Ведь долгое время эта литература как-то оставалась без присмотра в силу своего русскоязычия. Осетинские писатели, осетинские филологи больше фокусировались на, собственно, осетинской литературе. Так оно было, во всяком случае, в первую половину XX века, да и уже ближе к завершению XX века. Вот. А русскоязычная осетинская литература оставалась несколько на периферии. В то же время и русские литературоведы не могли заниматься русскоязычной осетинской литературой, потому что они считали ее не русской, а осетинской. Вот.
или русскоязычной, но не русской во всяком случае. И здесь много вопросов. Есть авторы, о которых до сих пор нет ни одной диссертации. Вот в частности, Даниил Чочи, ваш товарищ, сейчас пишет диссертацию о Захо Гатуеве, одном из самых ярких писателей осетинских русскоязычных. Это великолепный прозаик, очень точный, очень элегантный и самобытный. Я думаю, что сложится. Вы продолжаете работать со студентами бакалавриата и с аспирантами. С кем сложнее и вообще как вы описали бы свою преподавательскую деятельность? Преподавание всегда примерно как бы одно и то же. Оно с точки зрения нравственной работы, с точки зрения эмоциональных затрат и умственных, и с точки зрения преподавания как общения, примерно всегда одно и то же. Я не вижу принципиальных различий. Различия принципиальные возникают между работой с большой аудиторией и с маленькой аудиторией. Вот так бы я сказал. А студенты примерно одинаковые во все времена, и это хорошо. Значит, все идет как надо. У вас много аспирантов защитились? Говорят, вы строгий научный руководитель. Нет. Вот у меня был один опыт в начале десятых годов. Я начал работать с одним аспирантом, но этот опыт не задался, и мы, так сказать, расторгли наш контракт и разошлись по добру, по здорову. Вот Даниил Чочиев сейчас первый мой аспирант, с которым я работаю. Так, посмотрим. Я надеюсь, что все будет хорошо. Объективно все предпосылки для этого налицо. Когда читаю ваши произведения, нахожу в них отголоски Достоевского, Толстого, Андреева, Гумилева. И не в смысле это похоже, а просто вот какие-то как следы. Ну, я читатель, вы мне подарили ваш текст, как бы держи, сама разбирайся дальше. Вот скажите, на кого вы опирались в литературном смысле? Кого вы можете вот назвать своей литературной опорой? Каких писателей? Пожалуй, не могу сказать, Элина. Ни на кого конкретно. Я и сам иногда слышу отголоски того, что вы называете следами разных авторов в моем творческом сознании. Но насколько они очевидны, это вам лучше судить. Возможно, какие-то реминисценции, аллюзии и еще более тонкие вещи какие-то, они в этих текстах присутствуют. Вот. Я больше ориентируюсь не на писателя, а на любимого читателя. Вот каким я его себе представляю. И каким вы представляете читателя? Но есть несколько людей живых, которые на восприятие которых я каким-то образом невольно прислушиваюсь к их восприятию и к их литературному слуху, когда пишу. И мне кажется, что это и прежде бывало с писателями. Я думаю, как есть любимые писатели, так есть любимые читатели у писателей. На их эстетическое восприятие и настраивается, наверное, писатель, когда пишет. Ну, кроме того, на свой собственный, естественно, внутренний камертон тоже. Можно ли сборник созерцания Абакума назвать автобиографичным? Да, пожалуй. Их объединяет то, что там собраны такие вот сюжеты, которые остались в моей памяти, глубоко прочно в ней засели, и сейчас воспринимаются мной как некие моменты озарения и постижения каких-то новых вещей, новых истин, которых я прежде не знал. Вот. Поэтому да. Созерцание Абакума, который входит в этот сборник, начинается с мысли главного героя. «Сколько себя помню, я рос с чувством некоторого стыда и как будто вины за то, что мой отец писатель. Я рано осознал странность этого рода деятельности. Именно с того дня, когда мне пришлось ответить перед всем классом, кто мой отец по профессии. Кажется, тогда я впервые произнес это слово вслух. Я ощутил его вкус на языке, оно показалось мне неприличным». Как вы считаете, быть писателем – это странный род деятельности? Ну, в каком-то смысле странный, да. И я надеюсь, что так оно и будет впредь. Сейчас много людей случайных, которые не имеют представления
о писательстве и о том кресте, который обозначает это слово, крест, который приходится нести. Они тоже норовят быть писателями, публиковаться. Сейчас это легко, когда деньги есть. Вот. Но надеюсь, что писатели будут немножко маргиналами. Без этого настоящего писательского и поэтического мироощущения нет. Писатель, который всегда на свету, который еще помимо всего общественный деятель, который решает какие-то вопросы, истории там, и так далее. Это уже как бы не совсем писатель. В идеале писатель должен как Диоген в бочке сидеть. Как противостояние Сартра и Камю. Камю говорил, что не хочет участвовать ни в какой этой политической деятельности, а Сартр был везде и повсюду всегда. Ну вот видите, по-разному бывает. И в советское время тоже так учили писателей, что надо быть с народом, что надо изучать самые разные профессии, чтобы вникнуть в детали мира, который ты хочешь воссоздать. Это все верно. Это все верно. Но тем не менее, они, даже будучи среди народа, были в каком-то смысле белыми воронами. В рассказе «Созерцание Аввакума» я отчетливо вижу черты магического реализма. Вот в каких-то суевериях, в инфернальном этом диалоге с сапожником. Но что меня больше интересует, я астинским языком не владею, но я читала словарь Васуабаева, и язык кажется мне очень метафоричным. От носителей я какие-то невероятные присказки, поговорки узнаю. И вот в рассказе мама героя говорит, чтобы съесть тебе его болезни. Это перевод с астинского? Чтобы съесть тебе его болезни. Да, это калька с осетинского. А почему не написали на астинском? Ну, я думаю, что здесь в этом не было необходимости. Тогда многие другие вещи тоже надо было бы формулировать по-осетински. Это была бы уже немножко другая книга, ее надо было бы снабжать какими-то примечаниями, сносками. Все это как-то было... В такой брошюре в этом не было необходимости делать. Я читаю книги не как ученый, я читаю книги как вот самый простой обычный обыватель. Мне нравится то чувство, которое во мне могут строчки вызвать. Поэтому я один абзац могу перечитывать по несколько раз. Прекрасно. И вот читая этот сборник, я и грустила, и смеялась. И не знаю, моментами даже как-то вот, не разочарование, но что-то похожее испытывала. Рассказ «Золотое руно». Сначала я как-то начала его слишком серьезно читать, особенно рассуждения о том, что у отца нет причин курить, пока не закурил сын. Но и в конце все равно было забавно про рассуждения о людоедах. Финал рассказа потрясающий. Я не помню, когда в последний раз так смеялась. Я хочу узнать о вашем чувстве юмора. Как вы вообще относитесь к смеху? К смеху я отношусь с чувством юмора. Мне больше смеха, мне нравится улыбка, Елена. Я думаю, что улыбка гораздо более содержательная вещь, гораздо более тонкая и глубокая, чем смех. Смеяться, конечно, хорошо. Смех – это такое зримое выражение минуты счастья, ликования, когда что смеется у нас? У нас смеется бессмертная душа. Поэтому мы не можем сдержать счастливого смеха. Вот. И притворный смех тоже сразу виден. И все же улыбка лучше, чем смех. Улыбку у меня вызвала пьеса «Кафедральный собор». Одного героя я узнала. А персонажи себя узнали? Они не обиделись или как-то, может, прокомментировали, когда прочитали? Как-то, знаете, никто не отозвался. Вот, только Фатима Константиновна Бесолова любит вспоминать эту пьесу. Может быть, потому что ее там нет Да. среди персонажей. А вы можете рассказать, как вы ее написали? Ну, как-то это так случилось спонтанно, без всякого умысла, тем более умысла злого. Это... Злого я тоже не вижу, там очень все теплое и приятное. Ну, в общем, надеюсь, да, на это. Тем более, что там автор и себя тоже вывел в качестве сатирического персонажа, если вы заметили. А я вас не узнала. Ну, Ну, просто я вас по-моему, плохо знаю.
По-моему, там ассистент или... Да-да-да. Есть же ассистент? Молодой, который смеется. Амар Хаямович. Да. Вот это он и есть. Ну, я думала, но Да. не была уверена до конца. Да, только это, не только это, конечно, но это в значительной мере оправдывает автора за то, что он написал такой памфлет. Ну и в какой-то мере он передает эпоху тоже. И наше время, то 90-е годы на кафедре. В каком-то смысле вот филологическая внутренняя жизнь, там как-то этот образ передан. Я так надеюсь. Если бы я не надеялся, я бы не поставил его в сборник. Много текстов не вошло в сборник? Я бы не сказал, что много, потому что я вообще не успел еще много написать. Ну, какие-то, да, какие-то вещи не вошли. А почему? Ну, потому что они, либо они еще не проклюнулись, не оформились до конца в моем сознании. Скорее всего, теперь уже и не оформятся, и не дозреют. Вот. Или в каком-то смысле они были уже отбракованы. Как вы работаете? Вот кто-то запирается в кабинете, кто-то, наоборот, к людям выходит в поиски идей. Как это делаете вы? Дома, В в тишине? своей каморке, да. Лев Николаевич в ответ на просьбу Андреева разрешить ему посвятить свой рассказ о 7 повешенных пишет, ну тут очень длинная цитата, если не против, я зачитаю. Думаю, что писать надо, во-первых, только тогда, когда мысль, которую хочется выразить, так неотвязчива, что она до тех пор, пока как умеешь, не выразишь ее, не отстанет от тебя. Всякие же другие побуждения для писательства тщеславные и, главное, отвратительные, денежные, хотя и присоединяющиеся к главному. Потребности выражения только могут мешать искренности и достоинству. Дальше он пишет о современных писателях, особенно декадантах. В общем, суть такова. И вопрос такой. Как вы считаете, может ли ремесленник писательского мастерства стать гением? Ну вот можно ли себе трудом выработать писательский талант? Да, точнее, даже не талант, а способность. Талант — это, наверное, кое-что другое уже. Я вот это и студентам говорю на наших занятиях. Пожалуй, это одно из фундаментальных таких знаний нашего курса «Основы литературной и творческой деятельности». Был такой писатель замечательный Леонид Леонов, Леонид Максимович Леонов, советский писатель, автор крупных романов, в том числе «Русский лес». Вот. И он в статье «Талант и труд» говорит о базисных условиях писательского труда и успеха. И он говорит, насколько я помню, 60% талант, 60% талант, 40% труд. Вот такая математика. То есть без таланта, без способности природной, без предрасположенности к этому труду писательскому писателя быть не может. Никакое упорство таланта заменить не могут. Но и без упорства и трудолюбия никакой талант не гарантирует писательского успеха. Что вообще есть талант? Как понять, что он есть у человека? К самому человеку, не кому-то. Самому человеку. Хороший вопрос. Я думаю, что если у вас есть позыв писать, я имею в виду не только вас, а вообще, если у человека есть позыв писать, он должен ответить этому позыву, удовлетворить его. И если тяга будет сохраняться, то значит ему надо писать. А потом ему надо работать, учиться и писать. Опять работать, учиться и писать. В фильме «Ласточки прилетели» главный герой читает лекцию о декадансе. В книге этого нет. Вопрос, почему именно об этом читает лекцию герой. Это как-то схоже с его чувствами или образом жизни, философия декаданса? Пожалуй, в книге нет. Да, потому что декаданс — это же Разрушение? да, это же упадок, это упадничество. Вот. А герой вполне декаденствующий персонаж. Вот. Это идея не моя, это идея Аслана Галазова, режиссера. Я думаю, очень, очень плодотворная дебютная идея. В повести «Фарт» главный герой Рауль, вор и наркоман, цитирует Поля Валери. Почему уже второй подобный герой обладает эрудицией, которой можно позавидовать?
Ну, наверное, у моих героев есть такая черта. Они тоже немножко филологи, как автор. И автор в этом смысле не хочет их ограничивать. Вот. И вообще Рауль ведь тоже не совсем простой и пустой человек. Он ведь не только вор и наркоман. Ну вот в этом-то и дело. Что-то еще, да. И очевидно, что он что-то читал, что-то пытался понять, в чем-то разобраться. Поэтому почему бы и нет? Мне очень нравится эта повесть. Она как-то построена. Она может на первый взгляд показаться проще, чем «Ласточки», но это не так. Ну, я бы не сказал, что она проще. На первый взгляд. Да. Ну, она и крупнее по объему, и сложнее по внутреннему устроению. Да. Так, сейчас будет глупый вопрос из серии «Какой вкус мороженого вам больше нравится?». Вот мы в университете с студентами изучаем литературу периодами: античная, 18-19, рубеж, современная литература. Какой период литературы вам по духу ближе? Вот именно если вот в контексте изучаемости такой. Ну, наверное, я рос все-таки на золотом веке русской литературы. 19 век. Вот, на русской поэзии, на русских романах, повестях. Вот. Потом, конечно, и декадансом увлекался, и символизмом. Пожалуй, да, 19 век русской литературы. И под запись. Когда я защищала ВКР в бакалавриате, вы спросили, на госэкзамене, вы спросили меня, у меня был билет по романтизму, и вы спросили меня, не считаю ли я, что все направления — это реализм. Я ответила как-то, потом я очень долго об этом размышляла. Как я должна была ответить на этот вопрос? А почему не под запись? Ну ладно, пускай останется. А как вы ответили? Ну, как будто да, потому что реалистические фрагменты-то они везде есть. Да, ну, вопрос, в общем-то, был такой, как будто с подвохом, но смысл в этом вопросе есть. Я к тому клонил, наверное, что то, что нереалистично, хотя бы в каком-нибудь отношении, оно не может быть читабельно. Ну, это да. Да. Фантастика тоже реалистический жанр. Потому что там, как минимум, должны быть реалистические характеры хорошей фантастики. Допустим, там есть космические корабли невероятные, там какие-то технологии, о которых мы еще ничего не знаем. Но характер это реалистический, это живые. Если это не живые люди, нам это не интересно. Одни технологии без человека это не художественная литература, это просто что-то совсем немыслимое. Вот. И любая утопия нас тоже интересует как реалистическая возможность, как возможность развития реальности нашей. И любой романтизм также. Наверное, вот об этом. Вы читаете бульварную прозу? Просто я, допустим, когда лечу в самолете или еду в поезде, я люблю какой-нибудь там детективчик взять и почитать, который вот я за час прочитаю и забуду потом. Ну, для такого у меня времени нет для такого чтения, к сожалению. Ну, может быть, и не к сожалению, но времени точно нет. В современности еще такое, я заметила, что поэзия уходит на второй план. Сейчас я подчеркну, у некоторых рэп-исполнителей, у некоторых можно обнаружить поэтический талант, если текст прочитать просто отдельно. Ну, раньше, я помню, и солисты Сплин стихи печатались. То есть это уже было такое, что стихи музыкантов там печатаются, выходят в сборниках. Вы вот знакомы с творчеством каких-нибудь современных исполнителей? Музыкальных групп имеете Да, в виду, да? я не про Мияги и Эндшпиля. Да. Нет, не знаком, Лина, не знаком. И в этом смысле у меня есть такое прочное предубеждение. Все-таки это не совсем самодостаточная поэзия. Не та поэзия, которая стоит на своих собственных ногах. Просто я иногда слушаю, и просто человек может такие обороты выдавать, ты не ожидаешь услышать это в какой-то рэп-песне просто. Это очень удивляет, это приятно. Нет, обороты могут быть, и отдельные образы могут быть, но поэзия все-таки это не отдельные обороты, и не отдельные образы, это все-таки что-то другое. Это что-то другое. Вот замечательный был Владимир Высоцкий.
И даже он до звания крупного поэта не вполне дотягивает. Наверное, я многих сейчас обижу, но, на мой взгляд, оно так. Недостаточность работы, недостаточность внимания к каким-то построениям отдельным, каким-то образом, она очевидна в его стихах. Ну, по памяти сейчас я не могу ничего назвать, но тем не менее я уверен в своей правоте. Все-таки стихи, которые заведомо пишутся как песни, они не обязаны быть высокой поэзией, потому что их недочеты, недостатки компенсируются музыкальным сопровождением и мелодией. У вас есть поэзия, художественная проза и научная работа. Вот так абсолютно 3 разных вида писательской деятельности. Вам что-то дается с трудом или вот все идет? Все дается с трудом. Все дается с трудом. Легко даются какие-то экспромты, куплеты поэтические. Иногда просто они даются легко. Вот. Но забеги на большую дистанцию, они уже требуют и дыхания, и подготовки, и серьезной, кропотливой работы умственной. Это нелегкий труд все, но, безусловно, радостный. Вы можете назвать себя киноманом? Вы любите смотреть кино? Кино, ну, может быть, да, наверное, могу сказать, что люблю кино, но странной любовью. Меньше, чем литературу. Меньше, да, меньше, чем литература. Кино все-таки это такой вид искусства синтетический, в нем много всего присутствует. И это продукт коллективного труда, коллективной деятельности. Это хорошо все, это все интересно, замечательно, но элемент искусства в кино, он все-таки искусство в чистом виде. Он все-таки меньше, чем в крепком литературном произведении. Что значит искусство в чистом виде? Ну, хотя бы в отношении литературной части. Если мы возьмем современное кино, рассмотрим его литературную часть. Диалоги, там, если есть авторская речь, то авторская речь, она зачастую бывает очень слабенькой. Вся литературная часть современного кинематографа. Ну, отдельные исключения, конечно, случаются. Вот такое кино я люблю, где есть прочная, основательная, хорошо проработанная литературная часть, там, где в основе произведения лежит хороший литературный текст. У вас есть страница на Кинопоиске, вы мою мечту исполнили, я там только любительские рецензии пишу. Как так вышло, что во Владикавказе появился, не побоюсь этого слова, культовый фильм? Если вам интересно, объясню, почему я таким его считаю, но со мной многие согласятся, я думаю. Кто был инициатором съемок? Как вы согласились? Как вы согласились сыграть главную роль? Расскажите, пожалуйста, это очень интересно. Я думаю, всех это интересует. Да, всех интересует. Потому что это зрелище. Да, видите, кино интересует гораздо больше, чем литература, как ни крути. Читать сложнее, чем смотреть кино, вы сами это сказали. Да, читать сложнее. В любом таком виде, кино, театр, в таких видах искусства всегда присутствует элемент развлечения. А чтение это работа, требующая концентрации. Это работа. Поэтому, конечно, легче расслабиться и кино посмотреть, чем книгу почитать. Да, эти вопросы мне, видите, задавали часто, и я вынужден буду, наверное, где-то дублировать уже свои какие-то мысли. Был сначала рассказ, когда Аслан прочитал его, ему пришла в голову такая мысль. Постепенно эта мысль стала оформляться в какую-то уже программу. И вот так. Сначала, да, и мы написали с ним сценарий.
на основе первоисточника. Вот. Потом мои товарищи стали искать актера на главную роль, ну и других артистов. То есть изначально не предполагалось, что вы Нет, не будете? предполагалось, нет. И в Москве там устроили кастинг, и здесь, сюда приезжали, здесь, в то время я тоже был в Москве. И здесь тоже кастинг устраивали среди актеров театров наших. Вот. И в итоге никто не понравился режиссеру, продюсеру. И попросили меня попробовать. Вот. Ну, я не соглашался, а потом вынужден был согласиться, уповая на то, что сейчас они увидят, что это совершенно бессмысленно и бесперспективно. А оказалось наоборот, так я попал в кино. Хотя, в общем-то, я до того уже снимался у Аслана в 2 короткометражных фильмах. Какой-то опыт у меня, можно сказать, был. Ну, кино удалось, мне кажется. Я не могу его, потому что я внутри. Но сейчас, когда я вижу отдельные эпизоды, я его целиком не пересматривал с тех пор ни разу. Все-таки какое-то обаяние у этой картины есть, наверное. Ну и подтверждением этому служит то, что до сих пор его смотрят, этот фильм, и отзываются о нем, и помнят, и интересуются. И даже больше скажу, когда я иногда люблю тоже смотреть такие малобюджетные фильмы, просто интересно, что люди снимают. И в Грузии, и в каких-то других регионах снимают кино, я смотрю фильм, и я смотрю, думаю, да зачем он мне, я ласточек видела. Ну, то есть я уже вижу, что снимают что-то похожее, и пытаются сделать что-то похожее. Думаю, это такой показатель хорошего уровня. Наверное, да, в каком-то смысле мы попали в яблочко, наверное, какой-то нерв задели эпохи. Мне прелесть произведения видится в том, что вы на примере одного человека передали жизнь многих в определенный промежуток времени. И текст получился не местечковый, он обо всех. Но часто в своих произведениях вы главным пороком человека видите ложь, которая не может, а невинного ребенка превращает во взрослого или, как в тексте, в нечисть. И у меня такой вопрос. Считаете ли вы ложь неотъемлемой частью человека? И как в «Ласточках», или же как в «Ласточках», это следствие, а не причина нечисти? Нет, это причина. Сначала ложь. Сначала маленькая ложь, потом чуть больше, потом больше, и, наконец, большая ложь. И как любая привычка. Ну, в человеке склонность и способность – это, в общем-то, вполне артистическая способность. Человек же артист по природе. Поэтому вот трудно ему устоять перед искушением, где-то солгать, где-то что-то, где-то притвориться. Вот. Поэтому, естественно, но когда это становится правилом, то уходит правда. Да. А ложь на ее место садится, как, по-моему, там сказано в этом рассказе. В фильме явно видно раздвоение героя, его двойную жизнь, то, что он расколот, вот он преподаватель, вот он наркоман, и в книге этого нет. В книге мы только догадываемся, что человек ведет двойную жизнь потому, как он размышляет. Я могу понять, почему в фильм были добавлены какие-то эпизоды, могу также понять, почему какие-то были изъяты. Но расскажите вы, пожалуйста, как над сценарием проходила работа? Ну, в каком-то смысле трудно, наверное, насколько я сейчас помню. Трудно, потому что я был автором рассказа, и такого рода интерпретации как бы не могли так мной восприниматься безразлично или одобрительно. Вот. Поэтому Аслану пришлось со мной побороться, и я согласился с ним как с режиссером. Вот. Наверное, он был прав, тем более тем самым конфликт психологический и социальный был заострен значительно
благодаря тому, что это раздвоение уже зримо обозначалось в кино. Вот, пожалуй, если бы не было другой зримой ипостаси Пика в этом фильме, то ну что это было бы? Это был бы просто фильм про наркомана, про его Ну, там есть серые закадровый будни. голос Да, рассказчика Пика. и тем не менее, как бы этого, может быть, было бы недостаточно. Во всяком случае, благодаря университетской теме и видеоряд обогатился значительно. Вот, все это, наверное, сыграло положительную роль. Качели. В тексте абзац выделен, маленький, небольшой, этому эпизоду. В фильме на качели сделан большой акцент на звук качели, на скрип, раздражающий, довольно неприятный звук. Но благодаря этому я смогла образ Пика воспринять, он показался мне более трогательным. Вот это какое-то ребяческое желание покататься на велосипеде, а потом на качелях, обогащает героя. Что режиссер или вы, смотря кто придумал этот мотив скрипящих качелей, что хотели этим сказать? Это как бы отражение того, как мир давит на героя, потому что вот этот звук, он на зрителя тоже давит. Насколько я помню, это вышло, как бы образ качели возник тоже не спонтанно и неожиданно в силу того, что он присутствовал на съемочной площадке. У Аслана такая своя доктрина кинематографическая, он тоже полагается на случай в решениях каких-то вопросов. И вот одним из таких случайных и приятных как бы решений были эти качели, которые просто там скрипели, на которые действительно качались дети. И все это, и мы решили их как бы задействовать, чтобы они зря не скрипели. Ну, в книге тоже был этот момент с качелями. В книге тоже был. Да, я могу Да. показать, если вы мне не верите. Там Странно. момент, то, что Пик Не сидит, верю. и он видит качели, хочет на них покататься, но выбегают Точно. дети, и он на них злится, Вспомнил. что они заняли качели. Вспомнил. Велосипеда не было, а качели были. Вспомнил, да, действительно, видите как. Точно были. Ну, тогда что? Тогда придется этот кусок вырезать. Нет, оставляем. Качели возникли, как бы их ценность не сама в себе и даже не в их скрипе, а в детях, которые на них качались. Вот. И если вы помните, там, по-моему, Пик говорит, что он мысленно передернул затвор. Да. Да? Вот насколько было страшно его состояние, что даже маленькие дети вызывают у него ненависть и раздражение. Их счастливый смех, их праздная забава. Чтобы передать глубину ада, в которой он находится. Вот, пожалуй, вот так. Кому-то финал и книги, и фильма показался открытым. Я вижу финал в следующем. Цитата из «Ласточек». «Знакомо вам чувство, когда радуешься как спасению величайшей милости наступлению сумерек, как достаточному основанию лечь, укрывшись головой, уютно, словно в гробу, как передышки в бесконечной пытке, пока твой истязатель пошел покурить, как возможности недолго насладиться тишиною, не нарушаемой собственным диким воем, как смерти, когда целую вечность можно не быть». А далее ваше стихотворение из сборника «Вечер и утро». «Нет, смерти нет, я вечен, вечен, я побеждаю смерть как срам, я умираю каждый вечер и воскресаю по утрам». Стихотворение можно двояко понять, тона и поэзия, но для меня воскресенье – это символ какого-то перерождения, чистоты. И вот так я вижу финал «Ласточек». Я близка в своих рассуждениях к правильной интерпретации? Сближая финал и вот это четверостишье? Нет, сближая то, что финал хороший. То, что случилось в воскресенье. Согласен. Да, случилось, Елена, да. Да, финал открытый, и он хороший. Я помню, я читал какие-то вот тогда по свежим следам выхода этого фильма, я тоже читал отдельные какие-то отзывы, где
где высказывалось убеждение, что герой отправился на тот свет. Нет. Я тоже хочу верить, что он выжил и воскрес. Я правильно интерпретировала стихотворение в оптимистичном ключе? Да. Да? Хорошо. Фильм вышел в 2006 году, и прошло уже почти 20 лет. Но, как вы уже сказали, вы его полностью не пересматривали. Но вот по прошествии времени вы рады, что этот фильм есть? О, да, очень рад. Первое время я сомневался, стоит ли мне радоваться такой популярности. Но сейчас я рад, что это было, что такой фильм есть, что я запечатлен в такой роли для потомства. Вот. Это был хороший, полезный опыт во всех смыслах, в том числе и в смысле урока моей гордыни. В этом смысле тоже был хороший опыт, как урок гордыни. Можно поподробнее? Или урок смирения. Понятнее стало. Вас еще звали в кино? Нет. Нет? Нет, пока больше не звали. А вы Но бы согласились, если я бы не позвали? предполагаю. Такой вопрос мне часто задавали, кстати говоря. И прежде, во всяком случае, задавали. И я на него так обычно отвечал раньше, и также и сейчас отвечу. Вот если Аслан Галазов будет снимать, и он меня попросит, тогда я, может быть, соглашусь, может быть. А у других режиссеров я сниматься не буду. А почему именно этот рассказ был выбран? Да потому что тогда большого выбора не было. Там... Ну, я имею в виду, мировая эта литература обширная, но тогда вот было желание такое снять что-нибудь актуальное для нашего зрителя, для России, для нашего региона. Фильм на каких-то фестивалях побывал, как я вижу. Побывал, Вы да. ездили с прокатом? Ну, вот, вы представляли фильм вместе с командой? Я нет, я ни разу не ездил. В Ханты-Мансийске не был, и в Петербурге не был, и там гран-при мы получили. Вот. Ну, это и без меня справились хорошо мои товарищи. Интересный был бы опыт, мне кажется. Интересный был опыт. Был бы опыт. Ну, как актеру представить фильм. Может быть, но теперь я уже не знаю, насколько он был бы интересен. Нам следует в ближайшее время ждать новых произведений? Я думаю, да, Алина. Вот Бог даст, я в следующем году издам новую книгу. Думаю, если все будет хорошо, будет и новая книга прозы, и новая книга поэзии. Вы не планируете написать роман? Нет, такой задачи я никогда не ставил, Алина. И я не думаю, что это серьезное дело, ставить себе такие задачи. Ведь это зависит от темы, это зависит от романа, не от меня. Если романная тема меня возьмет в оборот, романная тема, романный образ, романный сюжет, тогда куда я денусь? Значит, буду сидеть и работать. А сам я не выбираю жанр. Сам я просто пишу то, что мне хочется писать. Но вылиться это может в какую-то форму неожиданную, это да. У вас получается писать сразу, вы много редактируете, вот так спрошу? Да, много. Думаю, что одно первое дело писать, а второе дело зачеркивать. И зачеркивать не менее важно, чем писать. Чехов, помню, писал, что надо вот вы написали текст, первое предложение надо сразу вычеркнуть. Для интриги, видимо. Может быть, да. Завершая, мы обычно советуем, что почитать еще у автора, о котором мы сегодня говорили, и что посмотреть у режиссера. Но сегодня мы сделаем исключение. Я посоветую всем, если вы по какой-то причине до сих пор этого не сделали, прочитать сборник «Созерцания Аввакума». Это великолепный сборник. И вам я попробую сузить список до русскоязычной астинской литературы. Что бы вы посоветовали прочитать зрителям? Я посоветовал бы прочитать Захо Гатуева, о котором я уже сегодня говорил. Захо Гатуев был в 1937 или 1938 году расстрелян, он попал под репрессии сталинские.
Вот, это очень интересный человек. Читайте его произведения. Он ни строчки на осетинском не написал, но это настоящий осетин. И вы, когда начнете читать, вы это услышите, что это горец, что это не русский писатель и не русский человек. Так русский не мог написать на русском языке. И еще я рекомендовал бы вам то, к чему недавно сам прикасался. Это дневники нашего замечательного драматурга Давида Туаева, которые были изданы в 2 томах. Я их редактировал. Вот, в прошлом году, по-моему, в конце прошлого года они вышли в печати. В магазинах, по-моему, еще есть они. Вот, это замечательные дневники. Вообще дневниковый жанр в осетинской литературе очень скудно представлен. А там дневники охватывают 24 года с 40 по 64 до самой смерти почти автора. Это очень интересная эпопея, дневниковая эпопея, которая оживит воспоминания о Советском Союзе, о советском быте, о нашем социалистическом прошлом и о литературе 20 века. Очень полезно было бы и молодым читателям тоже ознакомиться. Мне кажется, хорошо, когда осетинский писатель пишет на русском языке. Он сразу автоматически расширяет круг читателей и большим людям может рассказать о своей культуре, о своем народе, о себе. Это разве не замечательно? Вообще это и есть главная функция русскоязычной ветви. Вот когда она зародилась, а на русском языке осетины начали писать раньше, чем на осетинском языке. Русскоязычная предшествовала хронологически осетиноязычной литературе. И ее функция как раз и была в том, чтобы российскому читателю дать представление о том, кто такие осетины, во что они верят, как они живут, как они одеваются, как они общаются друг с другом и так далее. И до сих пор эта функция сохраняется. Забыла задать вопрос, задам все-таки сейчас. А вы на осетинском языке пишете? Нет, Нет? нет, не пишу. Но на осетинском языке я читаю регулярно и перевожу, стараюсь переводить. Спасибо вам, Арлан Сергеевич, что пришли. Спасибо вам, Элина. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока.